الله أكبر الله أكبر. بسم الله, الحمду лилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Книгу имама Ад-Дахаби Аль-Кабаир «Большие грехи» мы начали с 16-го греха в мечети, а до этого я его преподавал в центре Ихлас, и поэтому вот эти грехи, которые не преподались, тут мы их повторим. 12-й грех «Аз-зина ва ба'духу акбару исман мин ба'д», прелюбодеяние. И, говорит, оно не на одном уровне. Некоторые зина, говорит, некоторые виды зина большим грехом являются, чем другие. Иншаллах, на примере хадисов, на тех примерах, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам указал, мы возьмем. И Аллах Та'аля, остерегая верующих от этого греха, говорит: «Валя такрабу зина, иннаху кяна фахишатан ва саа сабиля». И не приближайтесь к зина. То есть не совершайте причин, не вступайте на пути, которые привели бы вас к зина. Иннаху кяна фахишатан ва саа сабиля, потому что оно, и говорит, является фахиша. Фахиша, то есть мерзостью. Ва саа сабиля, и худшим из путей. Также Аллах Субхану ва Тааля сказал, описывая качество айбадур рахман, рабов милостливого: «Валлазина ля яд'уна ма'а Аллахи иляхан ахар», они те, кто не взывают наряду с Аллахом другому Богу. «Валя яктулуна нафса аллати харрама Аллаху илля биль хакки», и не убивают без права, не убивает, не забирает душу, которую запретил Аллах убивать, кроме как по праву. Аллах Субханаху ва Тааля запретил любое живое существо убивать, только если у тебя есть на это право. Как мы проходили на прошлых уроках, например, даже животных запрещается мучить и выбирать, сделать из них целью, если только под этим не подразумевается нужда в их мясе или шкуре. «Валя язнун», и они не совершают прелюбодеяние, зина. «Ва ман яф'аль залика ялька асама», и тот, кто совершит это, тот встретит свое наказание. Также Аллах Субханаху ва Тааля определил наказание для них: «Аз-занияту ваз-зани», прелюбодейка и прелюбодей, «фаджлиду кулля вахидин минхума ми'ата джальда», накажите их 100 плетями. «Валя та'худакум бихима рафатун фи диниллях», и не сочувствуйте им, отказываясь от наказания. Также Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Аз-зани ла янкиху илля заниятан ау мушрикатан», прелюбодей женится только на прелюбодейке. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в другом хадисе указал: «Аль-арваху джунудун муджаннада», души являются джунудун, группами, муджаннада, разнообразными группами. То есть у каждого есть какой-то характер, какие-то качества, говорит. «Фама та'арафа минха и'таляфа», и те души, которые совпадают, они сближаются, говорит, становятся друзьями. «Вама танакара минха», а те, которые не совпадают, они отдаляются друг от друга. И тут Аллах Субхану Тааля сообщает: «Аз-зани ля янкиху илля заниятан», прелюбодей, он приближается к прелюбодейке, или же мушрика, многобожница. И также прелюбодейка ля янкихуха илля занин, на прелюбодейке будет жениться только такой же
человек прелюбодей или мушрик. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. И зина, говорит, запрещено верующим. И зина является харамом для верующих. Также приводится хадис, в котором пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил жениться на женщинах, которые известны своим прелюбодеянием или совершали прелюбодеяние, и при этом не покаялись, и при этом не совершили покаяние. И переходим к хадисам. Пророк саллаллаху алейхи вассалям был спрошен, человек пришел к нему и спросил: «Айю занбин а'зам», какой из грехов является наивеличайшим? И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Антадж'аля лилляхи ниддан ва хуа халякак». Совершать ширк, приравнивать к Аллаху кого-либо в то время, как Он создал тебя. Поэтому Аллах субханаху ва тааля обращается к людям: «Я аюханнас, о люди, убуду раббакум, поклоняйтесь своему Господу». «Я аюханнас, убуду раббакум» напоминает то, что Аллах субханаху ва тааля является Раббом, является Создателем, является тем, кто управляет, является тем, кто владеет всем, является тем, кто дает ризк, тот, кто наделяет, и тем, кто лишает. И поэтому, раз Он обладает этими божественными качествами, то Он только заслуживает поклонения. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому указывает на это и говорит: «Антадж'аля лилляхи ниддан ва хуа халякак». Совершать ширк, приравнивать к Аллаху кого-либо в каком-либо из Его качеств, когда Он тебя создал, в то время, как Он тебя создал. То есть тут хиянат есть, предательство есть по отношению к Аллаху, зулям есть. Как Лукман завещал своему сыну: «О сынок, не совершай ширк, я бунайя ля тушрик биллях, инна ширка ля зульмун азим». Не совершай ширк, не приравнивай к Аллаху никого, поистине это является наивысшей несправедливостью. Нет выше этого несправедливостью. После этого какой? «Ан тактуля валадак хашьята ан ят'ама ма'ак». Убить своего ребенка, боясь, что он будет кушать вместе с тобой. То есть забирать твой ризк. Как, например, сейчас очень много совершают абортов, боясь, что ребенок, который родится, помешает их бизнесу, помешает их жизни, помешает там еще чему-нибудь. И это является также большим грехом. А у мушриков еще хуже этого было. Они убивали ребенка после того, как он родился, после того, как он сколько-то прожил, закапывали живьем. Закапывали живьем во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. И когда будет закопанная девочка спрошена, потому что обычно девочек закапывали, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. За какой же грех ее закопали? То есть нет никакого греха, и каждый вот этот закопанный ребенок будет так спрошен для того, чтобы это было наказание для их родителей. «Каля сумма эй». А потом какой? «Каля антузания халиля таджарик». Вот. Есть зина, а есть зина прелюбодеяние с женой соседа. Есть прелюбодеяние, а есть прелюбодеяние с женой соседа. И тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что это является одной из самых больших грехов. Говорит, совершать зина с женой своего соседа. Это хуже зина, это худшим является прелюбодеянием, чем прелюбодеяние с каким-то дальним человеком. Так как тут есть право соседа, добавляется, и ты нарушаешь еще при этом право соседа и то, что он тебе доверяет, аманат. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также
указал, предупреждая людей: «Ля язни зани хина язни ва хуа му'мин». Не совершает прелюбодеяние прелюбодей в том состоянии, когда он является верующим. То есть, когда, получается, если по-другому сказать, когда он совершает прелюбодеяние, он неверующий. Как в следующем хадисе пройдем, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза зана аль-абду хараджа минху аль-иман, факана алейхи кадзулля». Когда человек совершает прелюбодеяние, то выходит из него иман, и факана алейхи кадзулля, и находится над ним как облако или как зонт. Фаидан калаа минха раджаа илейхи аль-иману. И когда он оставляет прелюбодеяние, то иман возвращается к нему. Также у Ибн Аббаса спросили, как это, и он вот так сделал пальцы друг друга ввел и потом разъединил. И сказал, когда возвращается, когда он заканчивает прелюбодеяние или оставляет прелюбодеяние, то возвращается опять же так, говорит. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман зана ау шариба аль-хамра, наза Аллаху минху аль-иман, кама яхлау аль-инсану аль-камиса мин расихи». Когда человек совершает прелюбодеяние или пьет спиртные напитки, одурманивающие напитки, то Аллах снимает с него иман, так же, как снимает человек одежду с головы, то есть через голову. И ученые указали, это имеется в виду полноценность веры, а ни в коем случае не сама вера. Только в том случае, если он посчитал зина халялем. Если он посчитал зина халялем, то он сделал харам халялем. То есть это уже неправильное убеждение, и это может привести к куфру. То в этом случае, да, может быть и полноценный иман, полностью иман. Но тут имеется в виду, сказали ученые, то есть полноценность веры. Или же имя веры, название веры. То есть он перестает называться му'мином полноценным, а начинается называться фасиком, большим грешником. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, те же слова сказал про вора и про того человека, который пьет хамр. То есть в это время Аллах субханаху ва тааля дает нам милости, очень много милостей, даже Аллах субханаху ва тааля говорит, не сосчитать их. Но и Аллах субханаху ва тааля дает бедствие нам, говорит, испытаю вас голодом, испытаю вас тем, что умрут ваши родственники, то, что сократятся ваши посевы, сократятся души, сократятся плоды. И при этом есть испытание тем, что Аллах субхану тааля дает какие-то милости, есть испытание посредством тем, что Аллах дает какие-то беды, но при этом самой большой милостью, которую Аллах субханаху ва тааля тебе дает, это является твоя вера. Нету ни'ма, нету милости, которая бы превзошла бы ее. Потому что это является гарантией, то, что у тебя иман есть, это является гарантией того, что ты войдешь в рай. Даже если ты совершал какие-то грехи. Иман, это является гарантией того, что ты ахаршикте, то есть в конце концов все равно войдешь в рай, даже если получишь наказание. И значит, получается, нету хуже наказания, нету хуже бедствия, чем отсутствие этого имана. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, когда ты совершаешь эти действия, зина, или воровство, или хамр пьешь, у тебя отнимается имя того, что ты являешься му'мином. Ты лишаешься имана. Пускай даже тут и сказано учеными полноценности, но, как мы сказали, это может привести к тому, что в
конце концов ты можешь полностью имана лишиться. Как вспоминаем хадис, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, человек будет совершать благие дела, пока не останется до смерти в локоть жизни. И по причине грехов, которые он совершает, эти грехи повлияют на него так, что он оставит дела. То есть он не занимался собой, не занимался своим сердцем, не пытался делать таубе, не пытался делать истигфар. И эти грехи так повлияют на него, что он отречется от религии и войдет в ад. И наоборот, человек, который вроде бы совершал всю жизнь то, что не совершает верующий, то, что совершает неверующий, и когда локоть остается даже в смерти, он начинает совершать, потому что он работал над собой. Потому что он искал истину. И Аллах Субхану Тааля дает ему это. Поэтому, хоть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал то, что в теле есть кусочек плоти, если оно будет хорошим, то будет остальная часть тела хорошим. То есть сердце является чем? Главным. Однако, как сердце влияет на твои действия, твои дела, так и дела влияют на твое сердце. Взаимный обмен есть. Совершаешь грех, этот грех отдается черной точкой в твое сердце. Пока сердце не покрывается этими черными точками, потом оно заржавеет, потом туда будет поставлен печать. И уже никакое наставление не сможет зайти через это сердце, потому что оно покрыто черными точками. Никак не может зайти туда наставление, ни вагаз, ничего, ни знания. Человек слышит, но не понимает, видит, но не понимает. Поэтому есть связь между этим. Дела влияют на сердце, сердце влияет на дела. И поэтому тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что даже если это полноценность веры, пускай тафсир сделаем, то это же вера, это одно из твоих самых больших нигматов, которые Аллах Субхану ва Тааля, это гарантия твоего входа в рай. Поэтому очень-очень важно уделять этому свое внимание. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Салясатун لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم». 3 группы людей. Не заговорит с ними Аллах в судный день, не очистит их от грехов, не посмотрит на них, и им будет мучительное наказание. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, много таких высказаний сказал, и в каждый раз разные 3 группы. Как я сказал, это не для ограничения говорил, а для того, чтобы легче было запомнить. Какие же тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал 3 группы людей? Шейхун занин. Шейх, старик, который совершает прелюбодеяние. Вот уже второе. Как одно прелюбодеяние может быть хуже другого прелюбодеяния. Первое мы упомянули, это прелюбодеяние с соседом. Второе, он говорит, старик. Есть молодой человек, который сделал зина, и есть старый человек, который совершил прелюбодеяние зина. Их зина не одинаковые, потому что у старого человека меньше желания, чем у молодого человека. И поэтому его грех больше. «Вамаликун кадзаб» – царь, который лжет. То есть нету причины ему для лжи, в его руках власть находится. Он что хочет, то и совершает, и при этом он все равно лжет. Его грех лжи больше, хуже, чем ложь того, кто ниже него. Ва'айлюн мустакбир. И бедняк, горделивый бедняк. Высокомерный, скажем. То есть нету чем, чтобы дало ему высокомерие, и при этом он проявляет высокомерие. Это хуже, его высокомерие
хуже, чем высокомерие богатого человека, не нуждающегося человека. Потому что у него хоть что-то есть для того, чтобы проявить высокомерие. Хотя высокомерие в обоих случаях, вот эти все грехи, которые были тут упомянуты, они все большие грехи. Но большие грехи, они, как мы сказали, не на одном уровне. Они разнятся, являются разными от случая к случаю, от человека к человеку. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал другую группу людей. То есть сосед, второй старик, третья группа говорит: «Хурмату ниса аль-муджахидина аля аль-каидина ки хурмати уммахатихим». وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хурматун ниса аль-муджахидин аля аль-каидин ка хурмати уммахатихим». Запретность жен тех, кто сражается на пути Аллаха, для тех, кто остались с этими женами, то есть человек ушел защищать государство, и жена у него осталась, и сказал своему брату: пожалуйста, если ей надо будет еды, помоги ей. То есть, если у нее какие-нибудь нужды будут, то оказывай ей помощь. И уехал. Тут можно сказать не только те, которые муджахиды, а вообще вот бывает, что человек уезжает куда-то в дальний сафар и оставляет свою семью на попечение какого-то другого брата, другого человека. И говорит, если он, говорит, совершил зина с этой женщиной, то, говорит, он как будто бы совершил зина со своей матерью. Как будто совершил прелюбодеяние со своей матерью. И говорит, если один человек оставил после себя другого человека смотреть за своей семьей, и тот согласился, взял на себя этот аманат, и потом предал своего брата, то, говорит, в судный день этот человек подойдет к нему и заберет из его праведных дел, сколько захочет. То есть придет к этому человеку, который совершил зина, и сколько захочет, столько заберет из его праведных дел. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Арбаатун юбгидухумуллах». 4 человека ненавистны Аллаху. 4 человека ненавистны Аллаху. Значит, Аллах субхану тааля лишит их своей милости, лишит своих помощи. Аль-байяу халляф. Тот, кто торгует лживыми речами, клятвами. То есть использует ложь для того, чтобы продвинуть свой товар, для того, чтобы продать свой товар. Аль-факиру аль-мухталь, высокомерный бедняк. Ваш-шейху зани, старик, прелюбодей. Валь-имаму аль-джаир, и несправедливый правитель. И несправедливый правитель. И еще какой зина может быть самое больше других зина в греховности, это зина со своими махарим, с теми, на ком тебе не разрешается жениться. Это как мама, как сестра, как жена отца и так далее, дочка. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман вакаа аля зати махрамин фактулюху». Тот, кто совершил зина со своим близким родственником, то убейте его. То есть наказание такое. Приводится хадис также, то, что «Анна халяху ба'аса аннабию саллаллаху алейхи вассалям иля раджулин арраса би имрати абихи ан яктулаху ва юхаммиса малиху». То, что во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аль-Бара говорит, то, что его дядя, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил к одному человеку, который совершил прелюбодеяние с женой своего отца, то есть не мать, а жена отца, и его лишили жизни этого человека и разделили его имущество на 5 частей, то есть даже родственников не осталось.
Следующий грех, который я хотел упомянуть, это тоже, который в эти дни, помимо зина, в эти дни как раз вот зина распространяется. И второй грех, это который распространяется в эти дни, шурбуль хамр. Это хамр. Хамр что такое? Это все, что одурманивает, лишает разума временно человека. Даже если это не опьяняет. Пить одурманивающее, пускай будет это хамр, пускай это будет наркотики, пускай это будет то, что вот ложат под язык, тоже дурманит. Некоторые думают, что это не запретно, это запретно. У йеменцев кат называется, гад называют его. Какой-то трава, которую ложат под язык. У других народов другие вещи есть. То есть оно это одурманивает разум, не дает нормально думать. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Яс'алунака анил хамри валь майсир, куль фихима исмун кабир ва манафи'у линнас, ва исмухума акбару мин наф'ихима». Они спрашивают тебя про хамр, валь майсир, азартные игры. Скажи, в них есть большое зло, большой вред, и есть польза для людей. Но вреда больше, чем пользы, поэтому и запретно. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. О те, которые уверовали, поистине хамр, мейсер, азартные игры, валь-ансаб, алтари, на которых закалывали животных мушрики, ширк, то есть по-другому, если скажем, валь-азляму, стрелы, по которым гадали, риджсун мин амали шайтан, это является нечистотой, риджсом, из действий шайтана. Фаджитанибуху, будьте далеки от этого. И смотрим тут хамр и азартные игры Аллах Субхану Тааля наравне поставил с ширком. Вместе с ширком рассказал. И поэтому от Ибн Аббаса приводят хадис, даже сподвижники так его растолковали и сказал, то есть это не является ширком, но Аллах Субхану Тааля поставил его наравне с ширком, то есть это может привести к ширку. Это приводит даже к ширку. Когда запрет хамра окончательный был ниспослан, Ибн Аббас говорит, то сподвижники, обращаясь друг к другу, говорили: был запрещен хамр, стал харамом хамр, ваджу'илят адлян ли ширк, и он был приравнен к ширку. Также Абдулла ибн Умар, рады Аллаху анхума, говорит: «Анна хамра акбаруль кабаир», то, что хамр является одной из больших грехов. То есть пить хамр является одним из больших грехов, даже если это не опьяняет. Вахия биля райб уммуль хабайс, также это является матерью грехов. То есть, если сейчас посмотреть современные тюрьмы, то, как вот статистика говорит, около 70% людей туда попадают именно из-за этой причины. По причине хамра. И возвращаются туда те же люди по причине хамра. И был проклят тот, кто пьет его, во многих хадисах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман шарибаль хамра фаджлидуху». Тот, кто пьет хамр, то накажите его плетями. Если он опять выпьет, то опять накажите. Если он опять выпьет, то опять накажите. Если на 4-й раз выпьет, то убейте его. Но это было последний хукм, вот этот, и убейте его, был отменен. То есть сначала был выполнен, а потом был отменен. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не совершал действия по этому хадису. И было это как ужесточение, чтобы люди, которые все еще продолжали, перестали пить. Однако наказание, как мы знаем, во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было 40 плетей. Во времена Абу Бакра было 40 плетей, и во времена Умара ибн Хаттаба подняли до 80. Так как человек, который пьет хамр, обычно высказывается по отношению к другим людям плохими словами и может обвинить их в зина. А наказание зина как раз вот
в этом количестве, то есть в большем количестве, так как пьяный человек не может сдержать свой язык и высказывается: ты прелюбодейка, или еще что-то, только погрубее говорит может. И потом из-за этого сподвижники подняли до 80. До 80 во времена Умара ибн Хаттаба было поднято вот это наказание до 80 плетей. Также приводится хадис от Абдулла ибн Амра, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Каля ман тарака салата сукран марратан вахидатан факааннама канат лаху дунья ва ма алейха фасулибаха». Тот, кто оставил намаз один раз по причине того, что он был пьяным, то это подобно так, как будто ему был в руки дано весь мир, в руках у него был весь мир, а потом это было отобрано. وَمَنْ تَرَكَ صَلَاةَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سُكْرًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. Тот, кто оставил намаз 4 раза по причине того, что он был пьян, то Аллах Субханаху ва Тааля взял на себя обязанностью напоить этого человека тинатуль хабаль. И сподвижники спросили: а что такое тинатуль хабаль? Тина. Хабаль — это яд, убивающий яд. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: это гной, который течет от обитателей ада. То есть, когда обитатель ада, его кожа сжигается, она гниет, и вот этот гной, вот это все, что выходит из обитателя ада, будет напитком, будет тем, что будет пить тот, кто оставил намаз по причине того, что он был пьяным. То есть в этом дунья он пил хамр, наслаждался этим, забывался этим, и в судный день Аллах Субхану ва Тааля напомнит ему тем, что в Джаханнаме напоит его вот этим гноем, будет поить его этим гноем. Также говорится: инна аля Аллахи ахдан лиман яшрабу мускира ан юскияху мин тинатил хабаль. Аллах Субхану Тааля взял на себя обязанность напоить всякого, кто пьет хамр, тот, кто пьет опьяняющее, напоить его гноем обитателей ада. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман шарибаль хамра фид дуня хуримаха фил ахира». Тот, кто будет пить хамр в этом мире, тот будет лишен его в судный день. То есть мы знаем, в Джаннате есть несколько рек. Одна река — обычная река, то есть вода. Одна река — мед, одна река — молоко, и одна река — хамр, от которого, как пророк, как в аяте говорится, не опьяняет человек и не болит голова. И говорит, кто пьет в этом мире, тот будет лишен его, если попадет в рай, в ахирате. И тут есть 2 тафсира ученых на этому хадису. Первый тафсир имеется в виду, так как говорят ученые, если человек попал в рай, он ничего не будет лишен. Если он уже попал в рай, он ничего не будет лишен, и его все грехи, означает, простились уже ему. И поэтому он не может быть лишиться хамра в ахирате. И говорит, это имеется в виду предупреждение того, что человек, который пьет хамр, не попадет в рай сразу. Лишится на какое-то время посредством того, что будет пить гной в Джаханнаме. А второе толкование это говорят, что он по правде лишится этого наслаждения. То есть этот хамр, который в ахирате, который в джаннате, нельзя сравнить с тем, который в этом мире. То он лишится этого наслаждения, но он не будет из-за этого переживать. То есть поэтому переживание насчет этого Аллах Субхану ва Тааля возьмет из его сердца. Возьмет его сердце желание пить вообще его. Но он будет лишен его. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мудминуль хамри ин мата ляқи Аллаха ка'абиди васанин. Тот, кто пристрастился к спиртному, алкаш так назовем, если он умрет, то встретит Аллаха как
идолопоклонник. Встретит Аллаха как идолопоклонник. Предупреждая, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. То есть, похожим на идолопоклонника, но не значит, что он тот, который, что он будет неверующим. То есть, если человек сказал, что это халяль, для себя сделал халялем, когда Аллах субхану ва тааля сказал харам, сделал харам халялем, то в этом случае, да, он будет как идолопоклонник. Однако, если он верующий и пьет, и знает, что это грех, то в этом случае он не будет как идолопоклонник, Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хадис является недостоверным, но многие ученые приводят этот хадис, то, что тот, кто опьянел, то у него не будет намаз приниматься 40 дней. А если он умрет в течение этих 40 дней, то он умрет как идолопоклонник. То есть очень сильное предупреждение к тем, кто совершает этот грех. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله